Уже громко прозвенел звонок, нам пора начать урок. Обратите все внимание сюда, посмотрите на первый слайд. Я хочу вам предложить игру, которая называется «Шаг за шагом». Ребята, сейчас кто-нибудь из вас выйдите сюда. С каждым шагом вы должны вспомнить все, что вы знаете об имени числительном, ребята. Пожалуйста. Кто у нас самый храбрый? Жанерки, пожалуйста. Имя числительное – это часть речи, которая отвечает на вопросы сколько и так далее. Она делится на два части. Два разряда. На два разряда – количественные и порядочные. Порядковые. Садитесь. Числительное отвечает на вопрос «какой?». Порядковое числительное обозначает порядок предмета При счете. при счете. Садитесь. Хорошо. Держите звездочку вам за ваши знания. Теперь обратите внимание сюда все. Порядковые числительные, как нам уже сказал Иркебулан, обозначают порядок предметов при счете, ребят. Например, 6-я книга, 15-е окно, 25-й ученик. Порядковые числительные согласуют с существительными в формах рода, числа, падежа. Например, имеют окончание качественных и относительных прилагательных. Например, 6-й день, 6-я страница, 6-е место, 6-е сутки. Порядковые числительные, ребята, делятся на 3 вида. Какие? Простые, Сложные, составные. Простые у нас имеют один корень. Сложные имеют 2 корня. Составные имеют несколько слов. Я хочу вам предложить вот такое вот задание. У вас в книге даны числительные. Посмотрите упражнение. Упражнение 324. Даны числительные. Из них вы должны, первая группа только выбирает простые числительные. Вторая группа выбирает только составные. Иркебулан, вы только составные количественные. Жанерки, вы простое порядковое. И вы выбираете составные порядковые. Составные порядковые. Составные порядковые. У вас простые порядковые. 56, 37, 358. Умница. Все правильно. Следующее. Читаем. 8-й, 100-й, 50-й, 70-й. Умница. Следующее, ребята, теперь у нас сегодня урок называется «Как склоняются составные порядковые числительные». Тема нашего урока – определять основную мысль текста, познакомиться с составными числительными, с порядком их склонения и соблюдать морфологические нормы использования числительных в речи. При склонении простых и сложных порядковых числительных изменения происходят по модели прилагательного. Вот смотрите. Порядковые числительные, например, первый, посмотрите, первый, первого, первому, как именительный падеж или родительный падеж, например, первый, первым и о первом. То есть вот это вот изменение вот этого числительного первый называется склонение, ребята. Склонение. Множественное число склоняется первые, первых, первым, первые, первыми, первых, первых. Теперь сегодня наша тема – это склонение составных порядковых числительных.
Составные порядковые числительные, вы знаете, ребят, состоят из нескольких слов. Например, 325 матч. Вот это 325, это у нас составное порядковое числительное, потому что обозначает порядок при счете. Теперь обратите внимание, что меняется, если мы при склонении составных количественных числительных говорили, что склоняются все слова, которые есть в этом составном количественном числительном, то здесь у нас меняется только слово какое? Пятый. 325, 325, 325, 325, 325 матче. То есть при склонении составных порядковых числительных меняется только последнее слово. Последнее слово, ребят. Теперь, если вы внимательно меня послушали, вы должны по этому образцу изменить вот это слово. 24 февраля, 8 апреля. То есть при указании даты после порядкового числительного название месяца ставится в родительном падеже. Задание вам такое, ребята. 108-я, пожалуйста, вы склоняете 108-я. 11-е, вы возьмите 11-е слово. 942-й вы склоняете. И 31-й вы. Понятно? Запишите свое число. 31-е. 31-е. У вас 942-й, Джамильки, 942-й. У вас 11-е, да? 11-е возьмите слово. И у вас 108-е. Пишем. Какое у вас слово? 31-е. Давай. Склоняем. 30. У вас 11-е. Первая у нас закончила группа Жанны, поэтому читай Даня. Читай, Даня. 942. Так, второй. Дальше. 942. Правильно. 942. Правильно. 942. Второй. Здесь сменительный падеж. И 942. вторым. О 942. Втором. Хорошо, умница. Следующее. Читаем. Вадима. 108. 108. 108-го. 108. Угу. 108. 108. Угу. 108. О, 108. Молодец, умница. Пожалуйста. 31. 31. 31. 31. От 31. Вот 31. Умница. И, пожалуйста, последнее. Пожалуйста, садитесь. Угу. 11. 11. 11. Ага. 11. Угу. 11. 11-м. И Об 11. об 11-м. Хорошо. Все справились с этим заданием. Молодцы, похлопайте. Следующая теперь наша работа, ребята, это работа с текстом. У вас в книжке даны упражнения. Так. Группа Жанельке работает с заданиями упражнения 328. Найдите. Первая группа, вот эта группа, да, по-моему, работает с заданиями упражнения 326. Здесь и вот эта группа работает с упражнением 327. У вас первое задание, у вас второе задание. Под первым столбиком, у вас под вторым столбиком. Все, работаем. Читаем внимательно текст сперва, Мадина, потом выполняем задание. Читаем текст. Вот это ваше задание. Вы должны составить текст по этим цифрам. Столица Казахстана Нур-Султан, очень красивый город.
6 мая 1998 года ему дали название Астана, а 20 октября 1997 года он назывался Акмулой. До этого он назывался Целиноградом. Ему дали это название в 1961 году. Теперь, например, я смогу научить другого, сделал и понял, увидел и запомнил, услышал и не понял, услышал и забыл. Вот каждому из вас я сейчас дам вот такой вот стикер, и вы должны на эту доску прикрепить, куда вы хотите, где вы находитесь, на каком уровне. Где ты, на каком уровне ты находишься? Пожалуйста, Виктория. На каком уровне вы находитесь? Что вам непонятно? Спасибо вам, дорогие ребята, за то, что вы сделали свой правдивый вывод. Смотрите, вот на сегодняшней лесенке успеха у нас есть ребенок, который услышал и забыл, вообще на уроке он не присутствовал, как будто бы. Есть ребенок, который услышал и не понял ничего на этом уроке. И есть дети, которые увидели и запомнили,